Полюбуйтесь на великого воина в кавычках всех времен и народов. Пока его товарищ, так называемый дорогой брат Пригожин и его бойцы умирают по несколько сотен человек в день под Бахмутом, пока их буквально пропускают через мясорубку и сводят на нет. Кадыров играется в танчики в Грозном. Также и его родственники, вместо реальной помощи своим умирающим собратьям, тоже шастаются по Дубаям и стреляют по тирам. При этом они не стесняются кричать, что Ахмат, дескать, сила. Да какая же она сила, если даже ни одной стратегической и даже тактической задачи не может решить. Его ахматовцы прославились лишь тем, что снимают тиктоки в глубоком тылу. Сам Рамзан даже ногой не вступал в Украину, даже в оккупированную часть Украины, даже в глубокий тыл боится поехать. Кадыров лишь лежа на диване хочет выехать из этой войны, обманывая тупых россиян. Скоро увидимся, на площади Киева, под российским флагом. Даже трусливый Путин или его двойник поехал недавно в Крым, а Кадыров даже в Крым боится поехать. Раньше россияне думали, что кадыровцы станут их надежной защитой в случае войны, так как чеченские маджахеды прославили Чечню на весь мир своей смелостью и дерзостью, поэтому россияне думали, что все чеченцы такие же смелые, но просчитались. Парадоксально, но как только чеченец надевает российскую форму, то он становится трусливее, чем даже русский солдат. Аллах забирает смелость из сердец предателей чеченского народа.